Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Мы начинаем очередную передачу в рамках моей авторской программы «Профессор. Доступно о важном». В студии автор и ведущий программы доктор юридических наук, профессор Кимкимен Александр Николаевич. Сегодня мы пригласили в нашу студию директора Якутского педагогического колледжа Изольду Ивановну Николаеву. Она является кандидатом педагогических наук, человек очень интересный. Изольда Ивановна, добрый день, мы рады вас приветствовать в этой студии. У нас завершается год и очень много событийных мероприятий. Сегодня мы все стали свидетелями оглашения послания главы республики в адрес Госсобрания Илтумен. Там тоже много внимания уделено вопросам сферы образования, науки. Это, конечно, нас вдохновляет. Более того, уже 2025 год у нас в республике определен как год защитника Родины. Поэтому, конечно же, на передний план выйдут вопросы патриотического воспитания. Но я сам, как выпускник Якутского педучилища номер 1, вспоминаю те годы. Они были очень замечательными. Они были для нас таким открытием для новых познаний. К своей работе наши преподаватели, в особенности директор Молот Сергеевич Слепцов, заведующая физкультурным отделением Масагутова Вера Петровна, наши преподаватели Розалия Петровна Бубякина, Николай Николаевич Юршков, Николай Михайлович Гончаренко, Прокопий Прокопьевич Готовцев. Я их всех поименно помню и всегда с большим уважением отношусь. И совсем недавно у вас прошли большие мероприятия, посвященные 110-летию нашего Якутского педагогического колледжа. Пожалуйста, расскажите об этих мероприятиях, что вы можете сказать, оглянувшись назад, что вы можете сказать о сегодняшнем дне, что вы можете сказать о будущем. Добрый день, Александр Николаевич, уважаемые слушатели. Конечно, этот год у нас завершается именно юбилейными мероприятиями. Еще в сентябре 23 года, в день рождения нашего родного колледжа, 16 сентября, был дан старт навстречу юбилейным мероприятиям. Сегодня Якутскому педагогическому колледжу 110 лет. Конечно, за этот период подготовлено очень много высококвалифицированных специалистов, педагогов, воспитателей, учителей. И все они работали именно в разных уголках нашей республики. И за 110 лет Якутский педагогический колледж прошел очень много реорганизаций. Сначала в 1914 году была открыта учительская семинария, затем техникум, училище. И сегодня это современное образовательное учреждение Якутский педагогический колледж. Мы сегодня гордимся нашими выпускниками, которые совсем молодыми, скажем так, молодыми 20-летними, 22-летними стояли у истоков становления автономии нашей республики. Это Платон Алексеевич Аюнский, Максим Амосов, Исидор Парахов, Степан Максимович Аржаков и, конечно, Степан Филиппович Гоголев, чье имя мы сегодня носим. И, конечно, надо отметить, что в этом году, в 1924 году, вся общественность нашей республики отметила 125-летие Степана Максимовича Аржакова, нашего выпускника. В рамках этих мероприятий в нашем колледже проведена большая работа. Это встречи, кураторские часы силами обучающихся школ, студентами, преподавателями. Мы, поставили литературно-музыкальную композицию училище семинария партатыттан автономия трибуна о жизни, Сахатеатре. Это уже который год идет. Очень хороший. Встретили делегацию Вилюйского улуса во главе с главой Вилюйского улуса Сергеем Николаевичем, и было подписано
соглашение о сотрудничестве. Лучшие студенты получили именные стипендии имени Степана Максимовича Аржакова. Да? Поэтому каждый студент, выпускник, знает именно наших лучших выпускников, да, и мы очень надеемся, что все наши выпускники, конечно, разъедутся специалистами в разные уголки тоже республики и доведут до каждого, что они учились, обучались в стенах педагогического колледжа, да, вот именно с такой историей. Ну, а сегодня, конечно, наши выпускники, мы гордимся нашими выпускниками. Елена Христофоровна Голомарева, вы, Александр Николаевич Кимен, Михаил Дмитриевич Гуляев, да, и сегодня мы гордостью называем Александра Колесова, Героя России, выпускника физкультурного отделения, да, ну и многими нашими выпускниками, заслуженными учителями, преданными делу воспитания, обучения, конечно, подрастающего поколения. Скажите, пожалуйста, по каким основным специальностям сегодня вы ведете подготовку педагогических кадров? На сегодня колледж готовит по 6 специальностям. Это преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика в начальных классах, дошкольное образование, учитель физкультуры, педагог дополнительного образования и учитель физкультуры. В этом году мы возобновили прием на базе 9 классов по специальности преподавания в начальных классах. В данное время сейчас в колледже обучается более 1000 студентов. По очной форме обучения это 800 студентов, и по заочной форме обучения где-то около 300 студентов. Да? И из года в год надо отметить то, что именно конкурс на педагогическую профессию вот именно идет, и повышается интерес. Да? Количество абитуриентов у нас из года в год растет, конкурс очень большой. Замечательно. Да, замечательно. Вот поэтому в рамках работы в будущем наверняка мы будем уже принимать студентов на базе 9 классов. Да? То есть мы хотим увеличить контрольные цифры приема конкретно на базе 9 классов. Да? Вот помните, раньше были школьно-пионерское отделение. А база позволяет? База сегодня, конечно, мы занимаемся в 2 смены, в 2 учебных корпусах. Сегодня мы обучаемся в том здании, когда вот директор Савин Захар Прокопьевич в 1966 году именно ставил вопросы строительства новых зданий. Да? Новые здания, это по проспекту Ленина 5, мы там учимся, и по Орджоникидзе 3 у нас учебный корпус номер 2 и общежитие на 360 мест. Ну, скажем так, что вообще в целом интерес профессии педагога еще начинается со школы. Да? Сегодня мы курируем психолого-педагогические классы. Да? Это в Чураптинском, Улусе, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском, городах Якутска в этом году открылось очень много психолого-педагогических классов. Да? И конкретно уже идет профориентационная работа. Мы выезжаем, проводим коммунарские сборы и уже принимаем их в качестве абитуриентов. Да? Уже первый курс поступают, дальше обучаются. 1, 2, 3 курсы. Надо сказать, что сейчас быть студентом очень хорошо. Да? Вот я смотрю на своих студентов, и даже иногда воспоминания как бы хлынут, то в то время у нас такой возможности не было. Да, кстати, да. Сейчас мы больше даем свободы нашим студентам, и прививая при этом ответственность, да, за проведенные мероприятия. Наши студенты очень талантливые, да, разные проекты, они включаются в жизнь вообще колледжа. Очень хорошо ждут и проводят день самоуправления, потому что я вот как руководитель считаю, что именно общение должно строиться на доверии, да, на доверии, надо студентам доверять. И потом уже на 3 курсе мы ежегодно выпускаем более 200 наших выпускников,
которые идут работать. Часть, конечно, более юноши идут служить в российскую армию, выполнять долг свой, гражданский долг, быть патриотами, защищать, готовиться, да. Часть, конечно, у нас поступает в педагогические институты, продолжают обучение, но это тоже хорошо в какой-то мере, потому что они именно продолжают обучение в высших учебных заведениях по той отрасли, которой обучались. Поэтому в будущем уже через 4 года они будут уже учителя с высшим образованием. Как вы оцениваете качество проводимых дней самоуправления? Много ли людей, которые желают подиректорствовать, да, или быть зав. Отделением, или преподавать какой-то предмет? Насколько они все это делают ответственно? У нас ежегодно, конечно, это стало традицией, да, стало традицией, День учителя, и уже заранее, сентября месяца, студенты готовятся, очень ответственно относятся. Ну, конечно, директором, кто может быть? Директором может быть только председатель совета, которого мы избрали в сентябре месяце. Студент 2-го курса Сарел Васильев в этом году очень хорошо справился. Ну и, конечно, заместителями те студенты, которые вот именно состоят в студенческом активе. Да? Очень ответственные сейчас, молодежь очень ответственная. Если вот даже говорит, мы обучаемся в 2 смены, и вот после занятий спортзал у нас до 10 вечера он занят, да, у нас проходят различные, работают студии, это фольклор, танцевальный ансамбль, да, педагогические отряды, и даже иной раз, даже после практики в школе, вечерами они собираются и проводят, обсуждают свои мероприятия. И поэтому, я думаю, в колледже созданы все условия для того, чтобы раскрыть возможности каждого студента. Изольда Ивановна, вы с большой гордостью отметили, что именно со стен педколледжа вышел Герой России. Это Александр Гаврилович Колесов. Мы с ним встречались на разного рода мероприятиях, и он чувствуется с большим уважением, относится к этим стенам, да, где он действительно прошел такую хорошую подготовку, приобрел специальность. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние патриотического воспитания, и что вы делаете в рамках колледжа для того, чтобы усилить эту работу? По патриотическому воспитанию, конечно, у нас, ошибусь, наверное, если скажу, что этим вопросом занимается только воспитательный отдел, да? Каждый преподаватель на каждом уроке, вот именно воспитание, патриотическое воспитание. Что такое патриот? Это привитие любви, да, к своему колледжу, к своим, к своей республике, быть ответственным, как будущий педагог, учитель, да, для этого, конечно, проводится очень много мероприятий. Это встречи с интересными людьми. В рамках даже мы с вами вспомнили учительская семинария Партатыттан автономия трибуна Тыгар. Это мероприятие, да, и ежегодно более 50 студентов принимает участие, да, не только студенты, но и школьники. У нас школа, начальная школа, да, и, конечно, тоже подключается. Проводятся различные мероприятия. Это у нас существует давно уже патриотический клуб «Патриот», участвует в смотрах. Мы подписали соглашение с клубом «Воин». Наши выпускники как раз, да, Егоров Василий Иванович, и Серкин. Да, буквально вчера состоялось закрытие курса повышения квалификации. И ежегодно, уже 2-й год, наши студенты, юноши, проходят военную подготовку, да, полная, скажем так, погрузка, да, именно. Дальше это помощь нашим ветеранам. Я считаю, тоже это патриотизм. Помощь, да, конечно. И помощь нашим школьникам, начальной школы, да, детский сад. Поэтому именно патриотизм в духе времени. Мы встречаемся с нашими героями,
оформили стенд, у нас есть, и, конечно, мы в рамках вот мероприятий, это День Республики, 9 мая, все мы участвуем в этих акциях, да, конечно, движение первых, молодая гвардия, наши студенты активные позиции Здорово. занимают. Но я думаю, что вас можно ставить в качестве примера в этом направлении. Действительно, работа большая. Я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить вас с тем, что вы выиграли в этом году федеральный грант «Профессионалитет». И сумма гранта более 60 миллионов рублей. Достаточно большая сумма. Как вы будете реализовывать идеи этого гранта? В какой форме все эти мероприятия будут проводиться? Спасибо. Ну, в этом году мы выиграли грант, и, пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить наше Министерство образования и науки в лице министра Нургун Афанасьевны Соколовой, Институт развития профессионального образования в лице директора Лии Михайловны Ивановой за оказанную помощь, за доверие, да, и за методическую помощь. Конечно, это конкурс был, и мы победили этот конкурс. Здесь на базе Якутского педагогического колледжа в рамках вот этого профессионалитета будет создан образовательный кластер, и войдут образовательные учреждения. Это Вилюйский профессиональный педагогический колледж имени Николая Гавриловича Чернышевского, Намский педагогический колледж имени Ильи Егоровича Винокурова, также 3 общеобразовательные школы города Якутска, номер 2, номер 5 и номер 21. Дошкольные образовательные учреждения – это Светик-Семисветик, Якутяночка и Дворец детского творчества имени Фаины Авдеевой. То есть здесь мы на базе вот учебного корпуса номер 1 в следующем году должны будем создать 9 рабочих зон. То есть это по всем методикам дошкольного преподавания в начальных классах, по именно инфраструктурные листы мы сейчас работаем с Федеральным институтом развития образования на утверждение, да, и, конечно, это будут обновленные материально-техническая база, это новые интерактивные панели, новые компьютерная техника, и, конечно, это будут сквозные мастерские, ну, скажем так, рабочие зоны, да, то есть здесь уже не только студент, здесь и преподаватели вот этих образовательных учреждений будут проходить курсы повышения квалификации, будут обучаться. Здесь и мы охватываем школы, не только вот этих названных школ, да, но и, конечно, мы в последующем будем выходить уже на улусы. То есть из города уже будем выходить и работать с нашими школами и психолого-педагогическими классами, которые сегодня существуют, да. Но и, конечно, сумма большая, 60 миллионов 500, на всю эту сумму мы закупаем оборудование. Сейчас вот наши коллеги, ну, как говорится, мы увидим в следующем году, да, 1 сентября мы уже должны будем открыться. И в этом году уже, то есть в следующем году, в июне месяце 2025 года мы будем принимать уже наших абитуриентов по новой программе. Основная образовательная программа _П, это профессионалитет, да? Ну, все 3 колледжа будем по единой программе, только там, наверное, изменится программа по региональный компонент, да? То есть чуть-чуть образовательные учреждения внесут свои коррективы, изменения. Ну и, конечно, сейчас в дополнению к этой программе я хочу сказать, что с прошлого года в учебные планы по нашим специальностям мы уже включили профессиональный модуль по подготовке по рабочим специальностям. Ну, конечно, иногда обычно вопрос задается, да, педагогическая профессия и где здесь рабочая профессия. Ухарыш, да, ведь, скажем так, да, но рабочая профессия, это классификаторе так написано. Допустим, сейчас уже закончили обучение наши второкурсники, они уже получили свидетельство, то есть это воспитатель детского сада дополнительно получает свидетельство младшего воспитателя.
Но мы сейчас немного прервемся на рекламную паузу. Я хотел бы отметить, что нам помогают наши режиссеры. Это Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын. Будьте с нами, потому что будет интересно, потому что педагогика – это наука. Телезрители, дорогие радиослушатели, мы опять в эфире в рамках программы «Профессор доступно о важном». У нас Изольда Ивановна Николаева, директор Якутского педагогического колледжа. Ну и мы говорим о сфере образования. Вот действительно день такой ответственный. С утра было послание главы, а в 6 часов мы должны уже сидеть у телевизора, слушать нашего общенационального лидера Владимира Владимировича Путина. Я бы хотел вот такой вопрос задать. Конечно, вот образовательный кластер — это очень хорошо. Вообще вот сегодня ваш педагогический коллектив насколько вот профессионально заточен с точки зрения наличия научных степеней, званий, вот вообще вот на сегодняшний день как коллектив ваш чувствует себя в новых условиях, потому что вы вносите много нового, вы еще выиграли дополнительно средства на капитальный ремонт и так далее, то есть жизнь у вас бурлит. Жизнь бурлит, да. Да, расскажите, пожалуйста, поэтому, о коллективе конечно, вашем дружном. Конечно, это большая заслуга коллектива. Сегодня в колледже работает 193 сотрудника. И еще повторюсь, что именно это большой образовательный комплекс, где имеется детский сад наш собственный, да, начальная школа и колледж. Поэтому сегодня обучение у нас по новым стандартам это практикоориентированное обучение, да. И я скажу, что преподавательский состав именно это профессионалы своего дела, очень много отдают себя студентам, передают свои знания. На сегодня я могу даже гордостью сказать, что по чемпионату участия наших студентов профессионалы, мы лидеры по таким специальностям, как преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, Всероссийская профессиональная олимпиада. Наши студенты тоже лидеры. Ну и, конечно, именно по проведению вот научно-практических конференциях, участия и так далее. На сегодня у нас 2 преподавателя готовятся к защите ученой степени. Это заместитель директора Нургустана Иннокентьевна Иванова, в феврале запланировано. Дичковская Инна Алексеевна учится в аспирантуре, вот как соискатель. В целом интерес к науке есть. Да. Сегодня как раз вот именно обращение главы Айсена Сергеевича Николаева было, что именно научное образование, именно вуза, СПО, и это можно даже увидеть тем, что наши студенты очень активно участвуют в научно-практических конференциях. Недавно завершилась научно-практическая конференция «Шаг в будущую профессию», приуроченная 70-летию Егора Афанасьевича Борисова, и наши студенты 7 студентов уже стали лауреатами и победителями вот по своим направлениям, да. Ну и, конечно, сегодня мы говорим, что наши студенты востребованы. Это социальных партнеров в этом году мы тоже увеличили, да. Это говорит о том, что школы рады с нами сотрудничать, да, немножко похвастаюсь, конечно. Если в прошлом году было 42 образовательных учреждения города Якутска, то сегодня мы заключили 59. Да, мы открываем для себя новые школы. Это школа номер 13, школа номер 29, школа 30, которые готовы принять наших студентов на практику, да, поэтому и с прошлого года в рамках вот дуального обучения наши студенты стали совмещать учебу и обучение, да, поэтому мы разрешаем, составляется для них индивидуальный план, и студенты работают, и тем самым закрывают вакансии в школах, да,
и дальше остаются работать в этих школах. То есть приобретает опыт. Да, опыт. Да, приобретает наставников, которые да. с ними во взаимодействии. Но пока у нас отзывы очень хорошие наших работодателей. Пользуясь случаем, я бы хотела сказать слова благодарности нашим социальным партнерам. Это детские сады, общеобразовательные школы, спортивные школы, которые, несмотря на, скажем так, плотный график, да, еще успевают принимать наших студентов и с ними работать, объяснять, да. Но я вот помню, во времена Клавдии Иннокентьевны Копыловой вот внешкольная, внеобразовательная деятельность тоже вот кипела, общежитие было не просто общага, а был дом доброты. Вот эти традиции на сегодняшний день как продолжается, насколько активная жизнь во внеучебное время, чем занимаются студенты, какие хобби у них? Сейчас студенты у нас разносторонний, скажем так, да, не обязательно это учитель начальных классов, он должен и не петь, он и поет, и танцует, да. Сегодня очень хорошие вот именно результаты по участию, да, по охвату детей у нас это мужской хор, да, это под руководством Альбины Афанасьевны Пелецкой, да. Сегодня очень хорошие результаты показывает танцевальная группа Айрсас, руководитель Туяра Егоровна Федорова, фольклорная группа у нас. Дети очень талантливые вообще, очень хорошо играют на хамусе, поют тоюк, олонхо, да, это Надежда Викторовна Дмитриева, да. У нас режиссер вот всех этих постановок, мероприятий, это Кочановская Анжела Александровна, дети тянутся. И вот даже у нас в рамках сотрудничества с 21-й школой, директор Шарапова Лидия Николаевна, создание школьных театров, мы вот уже с января месяца будем сотрудничать. Анжела Александровна, уже у нас, мы сами будем принимать учащихся данной школы в рамках школьного музея, да. Ну и про спорт, конечно, Александр Николаевич, я не буду говорить, конечно, очень хорошие результаты, молодцы. В субботу, воскресенье у нас прошла студенческая лига по волейболу, и мужская команда, и женская команда нашего колледжа заняли первые места. Поздравляю вас. Передайте большой привет. Да, жизнь кипит. Всем победителям. Но вот как раз вы сказали про таюк, про хамус, про ланхо. Вот глава республики сегодня в своем послании особо заострил внимание на проблемы сохранения языков Республики Саха-Якутия. И я думаю, что вы действительно, работая в этом направлении, готовите будущие кадры, которые будут не только преподавателями, не только учителями, но и наставниками, наверное, вот по сохранению традиций народа. Да. Ну, да, я полностью поддерживаю и согласна то, что вот такое послание, да, родной язык, он должен быть сохранен. Мы должны все знать свой родной язык, да. У нас в учебный план мы включили предмет изучения родного языка. Это все студенты проходят обучение. И, конечно, учителя начальных классов у нас делятся на подгруппы. Это методика родного языка, якутского языка, методика русского языка. Есть группы у нас, есть группы по методике эвенкийского языка даже. Если студент желает, мы обучаем. И по дошкольному образованию то же самое, да, методика родного языка. Конечно, дети наши поедут, остаются не только в городах, но выезжают в свои родные улусы, где там именно детский сад, воспитание ведется на родном языке, на якутском языке, поэтому обязательно у нас есть обучение методика якутского языка по всем специальностям. И, конечно, начальная школа у нас две параллели, один с якутским языком обучения и один класс с русским языком обучения. Но если у вас практика, допустим, встреч с интересными людьми, допустим, с писателями, может быть, исполнителями таюка, может быть,
какими-то вот сегодня креативными людьми в сфере кино, индустрии и так далее. Вот, потому что вот как вы отметили, вы хотите огранять своих студентов, выявлять их таланты, поднимать их. Вот эта работа, она многогранная. Еще какие формы вы применяете? Еще какие формы? Это, ну, в сотрудничестве, да, в рамках этого мы постоянные участники и мероприятий культурного центра имени Кулаковского. Да. Все мероприятия, это с Антониной Николаевной дружите? Да, этнографический диктант, наши студенты там участвуют в национальных, да, это День республик, национальностей, обязательно мы участвуем, ведь у нас не только дети, вот, ну, скажем так, якуты учатся, да, разные национальности у нас обучаются, да, мы сотрудничаем с этим, ну вот, центр Хамуса, музей Ярославского обязательно, ну, рядом стоит, поэтому в рамках мероприятий обязательно посещение музея, по Пушкинской карте, это Сахатеатр, ну, однозначно, конечно, да, у нас очень хороший историк Наталья Дмитриевна Васильева, которая организует пешие экскурсии по старому городу Иркутску, да, слышал я. И во время занятий на уроках истории осенью, в сентябре все первокурсники с Натальей Дмитриевной пешие экскурсии вот по старому городу это изучают. Очень полезно, это познавательно. Очень познавательно. Поэтому для себя очень много открывают. И как вы отметили, это и воспитание патриотизма, да. Начинается с малой родины, все. Ну, расскажите, пожалуйста, вот о ваших педагогах. Вот вы упомянули Альбину Пилевскую, да, которая руководит хором. Я помню еще во времена, когда я учился, она уже была преподавательницей. Таких, наверное, ветеранов много, да, у вас? Ветеранов много. Ну, я сама выпускница, закончила педагогическое училище номер 1 в 90-м году. Ну, конечно, мой несомненный куратор – это Федотова Елена Ивановна. Наверное, все помнят уроки педагогики. Она преподавала не только на школьном отделении, но и обучала студентов физкультурного отделения, да. Баишева Наталья Егоровна, да, педагог-наставник с большой буквы. Скрябина Анисия Гитовна, заведующий дошкольным отделением. И да, сегодня я тоже хочу сказать тоже слова, благодарность своему учителю Слепцову Олегу Алексеевичу. Недавно ему исполнилось 70 лет, да, ну и сейчас он очень хорошо работает, кураторство у него, дети тянутся и, конечно, обучает до сих пор баян, да, так, ну и, конечно, физкультурное отделение, это Лариса Васильевна Сокольникова, то есть, да, заведующая, выпускники. Здесь надо, наверное, еще отметить то, что около 40 преподавателей – это выпускники. То есть обратно вернулись в свои альма-матер и продолжают обучение. Максимов Иван Васильевич, да, сейчас он очень плотно работает по профессионалитету, да, это создание новых мастерских, обновление спортзала, да, вот. Николай Николаевич Охлопков, руководитель спортивного клуба «Эрель», который тоже в лидерах среди средних профессиональных образовательных учреждений. Федор Гаврилович Сивцев, да, тоже мои преподаватели. Поэтому, конечно, все заслуживают уважения, да, поэтому очень хорошие показатели. И в этом году, значит, помимо государственной итоговой аттестации наших выпускников, помимо вот защиты выпускных квалификационных работ, они сдают демоэкзамен, наши студенты. И в этом году 3 студента сдали на 100 баллов. Замечательно. Да, и были, значит, глава республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич, значит, ну вот победителем, кто набрал 100 баллов, именно стали стипендиатами главы, да, 3 студента и 3 наставника получили по 100 тысяч рублей сертификаты, да, это тоже очень хорошо поддерживается, и теперь наши студенты и стремятся не только вот именно просто хорошо закончить
свою учебу, да, но и сдать на 100 баллов демонстрационный экзамен, да. И, конечно, сейчас демонстрационный экзамен, если раньше только сами вот преподаватели, мы сами вот оценивали во время квалификационных экзаменов, во время защиты курсовых работ и выпускных, да, то сейчас мы в основном большую часть комиссии это составляют наши социальные партнеры. То есть оценивают уже работодатели. И здесь уже даже в прошлом году вот заключили договора сразу же, да, во время защиты Иванова Татьяна Ивановна, директор Дворца детского творчества, во время защиты студентов по специальности педагогика дополнительного образования, сразу присмотрела и сразу с ними заключила договора. Но сейчас Готовцева Алина там очень хорошо работает. Видите, как уметь высмотреть, да, в человеке потенциал. Это здорово. А вот средние профессиональные образовательные учреждения, насколько вы вот в контакте работаете? Есть ли совет, который объединяет директоров средних профессиональных учебных заведений? Ну, в республике у нас 42 учреждения. Совет директоров у нас председатель Алексеев Дмитрий Афанасьевич, директор Якутского медицинского колледжа, человек опытный, всех, активный. Да, активные позиции, да, жизненные. Конечно, мы все приравниваемся к нему, да. Ну и, конечно, отдельно мы 3 педагогические колледжа. В рамках этого у нас сетевое взаимодействие. 3 педагогические колледжа — это Намские, Вилюйские. В рамках сетевого взаимодействия в прошлом году мы подписали соглашение. И здесь мы уже обмениваемся со студентами. Да? Даже То так? есть, да, в прошлом году мы первую попытку сделали. Спасибо Елене Вячеславовне Никитиной. Наши студенты выезжали в Намский педколледж, и студенты Намского педагогического колледжа приезжали к нам, обучались, да? Заселялись в общежитии и так далее. Но вот сейчас, в следующем году мы хотим направить Вилюйский профессиональный педагогический колледж. Ну, далековато, но ничего. Там, конечно, Иван Иванович Алексеев ждет нас и, конечно, согласен. Ну и помимо этого, да. Конечно, не только вот внутри республики. Мы сотрудничаем, очень тесно работаем с Хабаровским педагогическим колледжем, да, выезжаем на курсы повышения квалификации, стажировки. И, конечно, сейчас одним даже из критериев образовательного учреждения это международное сотрудничество. Минский городской педагогический колледж с удовольствием с нами подписали соглашение. И в этом году наши преподаватели в рамках стажировки съездили город Минск. Это здорово, это братские вузы, да. Братские народы. Изольда Ивановна, я от всей души искренне благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей передаче, рассказали о Якутском педагогическом колледже, о дружном коллективе, о ваших студентах. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всяческих успехов, ну и всем педагогам республики, выпускникам, которые на всей территории работают, всех благ. Всех с наступающим Новым годом.